Ну, здравствуйте, уважаемые коллеги. Начнем наше совещание по поводу школьного и регионального этапа Олимпиады по физике. Но прежде всего, в общих требованиях говорится, что цель Олимпиад – это привлечение школьников к олимпиадному движению, заинтересовать их занятиями наукой и так далее. И тут важно начать с мелких классов, потому что если мы 7-8 класс упустим, то в 9 большой объем материалов идет, и еще нужно повторять материалы за 7-8, это не здорово. Поэтому надо постараться вам зацепить малышей, чтобы они этим делом занимались. Одна из, или даже две такие приманки, на которые дети клюют. Ну, первое. Мы уже более 10 лет проводим в стране Олимпиаду Максвелла для 7-8 классов. И она проходит насквозь, начиная с школьного этапа и кончая заключительным этапом. Ну вот исключением оказался этот год, поскольку из-за коронавируса вначале все это переносилось, потом мы планировали заключительный этап провести в Сириусе. Сириус тоже переносил свои сроки и, в общем, не состоялось. Но это впервые и, надеюсь, первый и последний раз. Второй момент, о котором можно зацепить детей, это Международная естественно-научная олимпиада, которая проводится для детей, чей возраст на конец года не превышает 15 лет. И это как раз 8-9 класс. Вот мы на заключительном этапе, когда пытаемся отобрать детей, то по возрасту из участников заключительного этапа практически до 10-12 человек, все остальные уже по возрасту не подходят нам к этому делу. Вот. А младшие классы, если их заинтересовать и сказать, что вот вас ожидает такая деятельность, они начинают активно работать, но вот нужно добавить обязательно, что Международная естественно-научная олимпиада, она включает в себя 3 предмета: физику, химию и биологию. Ну, физика, понятно, у нас здесь занятия по физике. Хорошо бы дети начали изучать физику, химию немножечко заранее, с тем, чтобы проще было осваиваться и входить в тематику Олимпиады. Ну и третий момент – это биология, но биология, она отличается от школьной существенно. Там 2 параметра такие. Это биология человека, генетика и небольшой кусочек ботаники. Поскольку на Олимпиаде есть экспериментальный тур, то можно работать только с растениями. Вот в начале Олимпиады можно было работать и с рыбами, какими-то медузами и так далее, но затем, в общем, сказали, что это негуманно для маленьких детей вот резать живое, и поэтому все свелось только к работе с растениями. Итак, это вещь, которая и для детей может быть интересна, но и нам для формирования национальной сборной это тоже представляет большой интерес. Ну, следующий момент. Часто ребята желают выступать за классы старше, чем те, в которых они учатся. И здесь вам нужно быть аккуратным, поскольку в соответствии с требованиями к Олимпиаде, если ребенок начал выступать, например, за класс старше, ну, скажем, 7-классник за 8 класс, и на школьном этапе он удачно выступил, то дальше он не может возвращаться назад и понижать свой класс. То есть, если выступаешь за 8, то насквозь до всех этапов и проходишь там. Если ребенок
который учится в 9 классе, выступает за 10, выступил успешно, на муниципальном успешно, на региональном этапе он тоже должен выступать за тот класс, на котором он начал работать. Неважно, что он учится на год меньше. Вот отрабатывать назад уже в ходе Олимпиады нельзя. Поэтому вот вам или наставникам вы должны до учителей довести, что отрабатывать назад уже будет нельзя. То есть ребенок должен участвовать в том классе, в котором он занимается. Так, движемся дальше. Так, ну, тематика. Коллеги, вот у нас здесь есть прикрепленный файл. Давайте мы программу сейчас... она вот даже, наверное, можно промотать, да? Нет. Сейчас, секундочку. Вот. Значит, это программа, которая руководствуется Центрально-предметно-методической комиссией, и начиная с регионального мы ее неуклонно придерживаемся. Ну, здесь начинается с 7 класса, и вот можете обратить внимание, темы, которые должны быть пройдены в школе. Ну, сейчас я поясню, почему должны. Дальше вот школьный этап. Эти темы могут быть включены в программу школьной олимпиады 7 класса. Следующие темы включаться не могут, поскольку ребенок еще не прошел. Программа эта возникла каким образом? На заключительном этапе Всероссийской олимпиады, которая проходила в Санкт-Петербурге, вот мы провели такой большой хорал, совещание, на котором пришли к следующему мнению, что поскольку в разных школах, в разных регионах программы отличаются друг от друга, то мы выработали некую программу, которая устраивает всех, и по ней можно проводить олимпиаду, потому что если выбрать то, что проводят во всех школах, а все остальное отбросить, то тогда можно закрывать олимпиаду, поскольку тем, в которых пересечение по всей стране проходит, их очень немного. Ну вот, давайте шагнем дальше. Значит, у нас здесь муниципальный этап, соответственно, может добавиться только вот тема, которая у нас здесь вверху, и то желтым цветом выделена. Это означает, что давать можно, но нежелательно, поскольку эта тема будет перед самой Олимпиадой. Ну, если, конечно, вот сроки тут, видите, это ноябрь-декабрь. Если в это время проходит Олимпиада, то эти темы, они только прошли, и ребята еще не успели закрепить, поэтому тут нужно вот быть осторожными, может быть, включать темы, которые были раньше, а не бежать вперед. Ну, давайте пройдем дальше, секундочку. Вот. Заключительный этап. Ну, вот темы, которые можно давать на заключительный этап в 7 классе. То же самое к каким классам. 8 класс. На все темы, которые были в 7, и плюс вот первые 2 темы, которые у нас здесь стоят вверху, можно давать задачи на школьный этап. Ну, опять муниципальный и так далее. Здесь вот мы видим 9 класс, 10 и 11. Хочу обратить ваше внимание еще вот на что. Ну вот остановился в произвольном месте 9 класс. И смотрите, часто оказывается такая ситуация, что по физике вы отработали, все нормально, а по математике для решения задач, скажем, дети еще не прошли какие-то темы. Поэтому вот то, что можно было, мы с Центральной методической комиссией по математике согласовывали, красным цветом выделено, какие темы дети уже прошли, и их можно давать, ну или нельзя давать. И вот я вас прошу отслеживать это, потому что после Олимпиад либо в ЦПМК, либо в министерство приходят жалобы, ссылки на эту программу, что вот нам дали задачу, а выход за тематику происходит. Ну и по физике такое бывает. Поэтому просьба до организаторов школьного, особенно школьного и муниципального этапа, нужно довести эту программу с тем, чтобы они ее придерживались, ну и не усложнять жизнь себе и другим. Давайте еще раз вернемся к 7 классу. Так,
Так, вот. Значит, если мы... Сейчас, извините, тут мы так увеличиваем. Если мы вернемся к 7 классу и посмотрим, то, казалось бы, и проводить-то практически не на что. Но вот, тем не менее, они уже начали изучать движение, и можно давать задачи на движение. Кроме того, можно давать задачи на перевод единиц. И у нас эта тема, опять-таки, в программе представлена. Вот если вы посмотрите книгу под редакцией Замятнина Михаила Юрьевича «Физические олимпиады 7 класс», то там они прямо разбиты по тематике и по уровню сложности. Скажем, нужно перевести какие-нибудь там, ну, старинные русские меры длины в современные меры, в систему Си или вот что-то в таком духе. То же самое относится к единицам там, температуры, еще что-то. Здесь не нужно даже понимать эти единицы. Вот если вы в школе не прошли, ничего страшного, потому что перевод заключается, это больше математическая задача, но приучает детей к культуре работы с единицей измерений. Ну и, наконец, еще одна тема, которую желательно включать, это работа с графиками. То есть, если вы даете какую-то задачку с графиком, из этого графика ребенок должен уметь вытащить информацию, там, скажем, если дан график изменения пути от времени, то найти скорость, найти путь, преодоленный к какому-то времени, найти среднюю скорость. Все это не представляет большой сложности, но культура работы с графиком, она важна, поскольку у детей еще нет навыков и часто вызывают проблемы такие задачи. А надо сказать, что эти темы вот, работы с графиками, скажем, они у нас присутствуют практически во всех задачах, начиная с муниципального этапа, и поэтому нужно приучать детей заранее к этой теме, чтобы у нас не возникало проблем. Так, ну давайте двигаться дальше. Задачи. Ну, надо сказать, что хороших композиторов, которые умеют делать оригинальные задачи, их, во-первых, не так много, во-вторых, даже если вам кажется, что вы придумали задачу, если вы начинаете перелопачивать, то, возможно, где-то похожее что-то есть. В этом ничего страшного нет. Можно даже брать и задачи из известных задачников. Но единственное, чтобы не получилось взятие в один, все-таки нужно фабулу слегка изменить. Если задача формальная, там из пункта А в пункт Б движется автомобиль, то ну, придайте какую-то информацию, которая детям будет интересна. Там Чебурашка едет на. И вот это оживляет задачу. Теперь такую задачу не так просто найти по интернету, если ребенок вдруг воспользуется этим. Так что вот такой момент есть, его нужно иметь в виду. Нужно сказать, что вот у нас буквально в пятницу состоялось совещание в Министерстве по организации Олимпиад, и мягкая рекомендация, что на задачи Олимпиады школьного этапа можно проводить дистанционно. Тут сразу может быть множество вопросов, как делать, там, а ребенку подскажут и так далее. Ну, смотрите, во-первых, я должен сослаться на... Так, сейчас, секундочку, я быстренько перемотаю. Вот в начало. Опа. Секунду. Так, и что же у меня? Ага, еще. О! Так, и вот, смотрите, самая первая строчка. olymp74.ru. Это сайт Челябинска. Его поддерживают преподаватели из 31-го лицея. И там есть образцы заданий
школьного этапа, ну и иных, но вот в данном случае школьного этапа, который у них уже давно проводится дистанционно. И если вы туда зайдете, то увидите всю технологию, как это делается. Ребенок заходит в личный кабинет и вбивает только числа. Дается там, скажем, 3 задачи. В каждой задаче несколько вопросов, которые требуют получить число. Ребенок это число получает, вписывает, ну и тогда проверка идет автоматически. На предмет списывания. Мы долго обсуждали это дело, вот с коллегами из Челябинска консультировались. Ну и что здесь следует сказать? Во-первых, конечно, нужно какую-то информацию до детей довести, что списывать особого резона нет, потому что, допустим, он на школьном этапе выступил блестяще, набрал полный балл в результате того, что ему кто-то помогал. И когда он приходит на муниципальный этап, то набирает 0 или какие-то ничтожные баллы. Это и для ребенка неправильно, и вот нужно сказать, чтобы он и сам не позорился, и своих учителей не позорил. И второе, это организаторы Олимпиады базу данных по всем школьникам имеют, и если эта ситуация выбивается из общего колеи сильно, то в дальнейшем они это все учитывают. В общем, вот челябинские наши коллеги сказали, что они буквально там в течение года, 2 эту проблему разрешили, и проблема списывания у них отпала как таковая. Вот примерно так. Кто может участвовать в школьном этапе? Всем вам должно быть известно, что до школьного этапа допускаются все учащиеся. И здесь иногда возникают такие казусы, что учитель, если ребенок себя ведет плохо, ей мешает и так далее, не допускает его до Олимпиады. И это, конечно, категорически неправильно. Во-первых, среди таких шалунов достаточно много талантливых детей, и еще причина, почему он себя ведет так, ее нужно поискать. Она часто как раз кроется не в ребенке, а учитель, скажем, может быть, ведет формально, а если ребенок талантливый, то ему скучно на уроке сидеть, и он находит чем себя занять. С этим делом нужно, аккуратно разбираться. Еще один момент. Когда дети уже написали Олимпиаду и идет проверка работ, то часто снимают баллы за почерк детей. Но, коллеги, нужно иметь в виду, что особенно младшие классы, 7, 8, еще почерк не устоялся, пишут они плохо, иногда как курочка лапкой. И здесь, конечно, нужно затрачивать какие-то усилия, чтобы проверить работу, но это наша работа, мы ее выбрали, и нужно смотреть, потому что есть дети, которые очень талантливые, но с почерком задача не решается. Я могу сказать, что у нас немного, но было несколько случаев, когда ребята доходили до заключительного этапа, попадали в сборные, даже ездили на международные олимпиады, и почерк у них был ужасный, было очень тяжело разбираться. Но, тем не менее, дети были талантливые, они получали свои золотые медали на международных олимпиадах. И тут нам важно с вами из-за такой формальной детали не потерять талантливого ребенка. Причем они иногда пишут даже, я так покажу, что у нас там был случай, что ребенок пишет в начале строчки, потом поворачивает так, пишет так, и поэтому читать работу приходится, вращая ее, чтобы разобраться, что он написан. Если мы хотим найти талант, то наше дело разбираться. С ребенком, конечно, нужно работать, нужно его убеждать, чтобы он писал аккуратно, но говорю, что плохой почерк не должен быть основанием для наказания ребенка. Еще одна вещь важная, на которую стоит обратить внимание при выполнении работы.
особенно в младших классах, дети еще не умеют или плохо решают задачи в общем виде. Вот если 10-11 класс без проблем решает задачи в общем виде, в конечную формулу подставляет результат и получает то, что им нужно. Так вот, младшеклассники, часто у них идет смесь и буквы, и цифры. На это нужно обращать внимание, не допускать тем, кто проводит олимпиаду самим, таких ошибок. Ну, а детей воспитывать, вот, как правило, к 9 классу эта болезнь проходит, ну а пока приходится мириться с этими сложностями. Я скажу, что у нас вот члены ЦПМК, они участвуют, как правило, в проведении олимпиад самых разных уровней, начиная со школьного. И вот когда мы набираем, скажем, на муниципальном этапе жюри в младшие классы, то самое сложное пригласить людей в 7 и 8 класс, потому что все отказываются, так как понимают, что вот там будет набор цифр, в которых нужно разобраться и вытащить суть дела, понимает ребенок или нет. А это весьма непросто. Так, ну давайте движемся дальше. На муниципальном этапе разумно и полезно было бы включать так называемые псевдоэкспериментальные задачи. А если говорить о экспериментальном туре, то опять-таки челябинцы даже включают по задачке экспериментальных. Беда нашей олимпиадной подготовки состоит в том, что эксперимент дети выполняют крайне плохо. Когда у нас будет с вами совещание по поводу регионального этапа, мы об этом еще поговорим, но вот поскольку все знают, что готовить сани нужно с лета, готовить детей к эксперименту нужно начинать заранее. И было бы здорово, если бы вы включали хотя бы одну псевдоэкспериментальную задачку в разные классы. Что это такое? Преподаватель выполняет задачу экспериментальную, затем данные свои он заносит в табличку, и детям выдают таблицу, которую ребенок должен был бы получить, если бы он сам делал этот эксперимент. И вот нужно с этим массивом данных провести какие-то манипуляции, там, построить график, найти нужную величину. Это, с одной стороны, обучающий элемент. Ребенок видит, как нужно снимать данные, он понимает, что данные эти нужно обрабатывать, учится, и тогда на региональном этапе результаты могут быть повыше, может быть, существенно повыше, чем без этого дела. Ну вот опять-таки могу привести пример, что даже на заключительном этапе нам приходится каждый год проводить со школьниками консультации перед экспериментальным туром с тем, чтобы научить их работать с мультиметрами, с какими-то цифровыми приборами, рассказывать про погрешности, про обработку результатов, поскольку тут беда и на заключительном этапе, и вот когда мы начинаем даже национальную сборную готовить, то там та же самая проблема возникает. Вот и на первых сборах значительную часть времени мы тратим на то, чтобы научить детей работать с приборами, оформлять экспериментальные данные, обрабатывать их, представлять. Это такой существенный момент, так что вот можно начинать с молодых ногтей, что называется. Так, движемся дальше. Порядок проведения очных туров. Ну, время проведения, как правило, устанавливает тот орган, который организует Олимпиаду. И на школьном этапе это для младших классов, как правило, 1,5 часа, для старших классов 2 или 2, для 11 класса, для 10 2,5 часа может быть.
даже неправильно я сказал, что на школьном этапе 1,5-2 часа, на муниципальном этапе до 2, значит, давайте вот просто прочту. 7-8 класс, да, до 3 часов, 9, 10, 11, 5 задач на 3,5 часа. Но поскольку задачи не очень сложные, как правило, должны быть, то этого времени вполне достаточно для того, чтобы оформить их надлежащим образом, успеть все сделать. Да. Муниципальный этап еще. Значит, детям раздали задания. Не нужно сразу отвечать на вопросы. Вообще им нужно перед началом тура рассказать правила проведения олимпиад. Для ребенка это стресс. Вам кажется, что это просто, но он пришел на олимпиаду, у него завышенные требования к себе, он хочет хорошо написать. И вот когда он видит задание, то это стрессовая ситуация. На вопросы сразу мы не отвечаем и рекомендуем не отвечать. То есть ребенку дается там 15 минут для того, чтобы он успокоился, еще раз прочитал задание, разобрался в сути дела, и только после этого можно задавать вопросы. Вопросы категорически запрещено задавать устно, потому что в самом вопросе иногда ребенок делает подсказку, и он сам, может быть, не поймет, но многим другим это является подсказкой, как решать задачу, поэтому вопросы задаются только в письменном виде. Ну, нужно сказать, что 80-90% вопросов таковы, что можно ответить им без комментариев. Это означает, что ребенок невнимательно прочитал условия. И после такого ответа он разбирается и проблема снимается. Бывает иногда, что составители заданий допустили промашку и, скажем, каких-то данных не хватает, что-то написано неверно. Но в этом случае нужно обойти все аудитории и всем участникам Олимпиады сказать, ответить на заданный вопрос, прочитать вопрос и дать правильный ответ на него. Проверка работ идет. Значит, ну, опять-таки, бывают такие моменты, что проверяют только по ответам. Если на школьном этапе, ну, это допустимо, особенно если Олимпиада у нас дистанционная, там действительно ответ только по цифрам, но уже начиная с муниципального этапа, нужно смотреть на ход решения. К сожалению, бывает, ну, извиняюсь, так называемые дуракоустойчивые задачи, когда при неправильном решении может получиться правильный ответ. И вот на этот момент стоит обращать внимание. Причем иногда при составлении, ну, сразу составитель может и не заметить этого. Особенно такие устойчивые ответы возникают, когда подбираются хорошие круглые цифры в ответе, хорошие круглые данные в условии, вот, к сожалению. Но такие проблемы возникают, причем они даже возникают и у опытных преподавателей, даже на заключительном этапе. Так что тут ничего страшного нет, но задачи нужно проверять не только по ответу, но и смотреть за ходом решения. Так, ну что, движемся дальше. Да. Так, порядок показа выполнения олимпиадных заданий. Ну, коллеги, каждый ребенок на любом этапе должен иметь право на апелляцию. И здесь не нужно на него давить своим авторитетом. Важно, чтобы
после общения с вами он остался удовлетворенным, он был убежден, что с ним поступили честно, и он заслуживает той оценки, которую ее поставили. К сожалению, опять-таки, вот в Центральную предметно-методическую комиссию приходят практически каждый год письма, где дети жалуются, что не было апелляции, ее не проводили, и вот нужно эти проблемы снимать. Тем более, что в последнее время у нас родители стали грамотные, и вот в подобных случаях они не ограничиваются тем, что ребенку отказали в разборе его задания и начинают писать в судебные инстанции жалобы. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь ребенку, вот апелляции нужно проводить. Другое дело, что в объявленное время ребенок может не прийти, и, как правило, на школьном этапе апелляции очень мало. Но такое право у детей должно быть. Теперь еще. Апелляции следует проводить не раньше, чем в следующий день после Олимпиады. Ребенок вернулся домой, он обсудил с коллегами, с родителями решение своего задания, и возникли вопросы, которые он может на следующий день задать. Так, ну что еще? Так, про апелляции мы, в общем, в чертах проговорили. Так, теперь подведение итогов Олимпиады. Но здесь я должен сказать следующее. Очень часто на региональных этапах за правила подведения итогов берут заключительный этап. А там есть такое требование, что диплом выдается ребенку, если он набрал не менее 50% от максимального числа баллов. Коллеги, этот пункт относится только к заключительному этапу. И поскольку в самом начале мы с вами говорили, что наша с вами задача заинтересовать ребенка, привлечь его к участию в Олимпиаде, заняться физикой, ну или иным предметом, то мы должны как бы иметь это в виду. И дипломы можно выдавать и при меньшем количестве баллов. Если в каком-то районе из 40 баллов, например, ребенок набрал только 15, но он лучший, то разумно ребенку этот диплом выдать. Но здесь, конечно, нужно работать с соответствующим региональным центром олимпиадного движения или с министерством, чтобы вот эту линию проводить. Я знаю массу примеров, когда ребенок с не очень высокими баллами получал диплом, это его вдохновляло, окрыляло, он начинал заниматься предметом и, в общем, в последующем достигал весьма высоких результатов. Если он оказался лучшим в своем районе и ничего не получил, ну, в общем, будьте готовы к тому, что он бросит заниматься физикой, и, ну, хорошо, если он уйдет в другой предмет, а не исключено, что он уйдет куда-то в подворотню и с ребятами начнет хулиганить и, в общем, заниматься неблаговидными действиями. Ну, вот, примерно так. На этом я, наверное, остановлюсь. У нас осталось буквально 10 минут, да, правильно, 10 минут, да, до 12. И поэтому, если у кого-то есть вопросы, то я готов на них ответить. Ну, давайте смотрим, что у нас. Давайте вот вкладочку вопросы откроем, там уже накопились. Так, открываем. Это цвет вопрос я отвечу. Вот сюда. Да, смотрим где. Так, сначала начинаем сверху, да? Или тут просто... Нет, давайте сейчас, у кого возникли вопросы, они будут внизу. Да. Ага, давайте, да. Время вопросов сейчас. Время вопросов пошло. Так, спасибо, пожалуйста.
Так, вопросов нет. Вопросов нет. Так. Так, сейчас, секундочку. Так, нам сказали, что в этом году задание для Олимпиады школьного уровня составляет не учителя. Коллеги, вот еще раз. Задания школьного этапа могут составлять, и, как правило, рекомендуется составлять соответствующие организации следующего уровня. То есть, если Олимпиада школьного, то составляет муниципальный олимпиадный центр, или там вот, названия могут быть разные, но суть дела не меняется. Если им лень, или если они считают, что у вас высокая квалификация, то они могут оставить это на ваш выбор, и тогда делаете вы. Но вот общее правило таково, что на школьный этап составляет муниципальная комиссия, на муниципальная региональная, на регион составляет центральная предметная методическая комиссия, ну и она же составляет задание на заключительный этап. Так. Ну, давайте, что там еще, какие вопросы у нас. Так. Да, форма диплома утверждает регион. Вот в том документе, который я дал, я включил рекомендации, обращаю ваше внимание, рекомендации министерства, но если у вас есть какие-то иной формы диплома и они приняты, то тут никакого греха нет. Вот, начиная с регионального этапа дипломы идут образца, утвержденные министерством. Так, давайте дальше. Угу. Виктор Филиппович, привет. Угу. Да, вебинар записывается, и у вас завтра будет еще одно совещание, которое проводит вот организация, откуда я веду занятия, и там эта запись будет прикреплена, так что вы можете с ней ознакомиться и посмотреть ее. Ссылки на все записи вебинаров будут разосланы как министерством, сначала региональным представителям и так далее. Не переживайте, все получат. Записи будут. Да. Так, что у нас еще есть? Так, ну про ссылки я сказал. Ну, так, вроде у нас все заканчивается. Ну что, тогда, коллеги, спасибо, удачи вам. Ну и не забывайте, что общая у нас с вами задача – это найти талантливых детей и подготовить их к заключительному этапу с тем, чтобы они попали в национальную сборную, прославили нашу замечательную страну и вас, как их наставников и педагогов. Всего доброго, спасибо, до свидания.